Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я рад нашей новой встрече с вами. Она проходит на фоне разгоревшегося политического и коррупционного скандала в Казахстане, который связан с возбуждением уголовного преследования в Лондоне, который инициировал банк БТА и который практически, наверное, впервые официально заявил в лондонском суде, что Назарбаев, экс-президент Республики Казахстан, является коррупционером. И для того, чтобы расправиться с оппозиционерами, которые находятся сегодня за рубежом, как раз и был придуман этот фарс, который сегодня будет носить название «Уголовное разбирательство в лондонском суде по отношению к коррупционеру Назарбаеву и оппозиционерами, которые живут за рубежом». У меня сразу возникает целый ряд вопросов в этой связи, доказывающих именно коррупцию и политику, которую проводит Нурсултан Назарбаев уже в течение 30 лет в Казахстане. И моя чаша переполнилась тогда, когда по долгу службы я пришел к Нурсултану Назарбаеву, это был сентябрь 2007 года, и сказать, что наш сын женится, и он выбрал себе в жены дочь Мухтара Аблязова. Он сразу как-то подпрыгнул. Ну, повезло тебе с родственником. Я сказал, дети любят друг друга, мы решили им не мешать, пусть живут и здравствуют. И на лице Нурсултана Назарбаева появилось такое выражение, которое знают только те, кто с ним часто встречался. Так смотрит несколько свысока на тебя, отрешенный взгляд, и я лично прочитал в его мозгах: ну смотри, смотри, тебе виднее. И когда мы с ним в очередной раз встретились, он меня пригласил 1 ноября, уже после того, как я написал 29 октября заявление на увольнение по собственному желанию, освободить меня от должности министра по собственному желанию. И 1 ноября он меня пригласил к себе. У нас с ним состоялся очень жесткий разговор. В конечном итоге он в состоянии таком, если не ярости, то близко к этому, поднялся из-за стола. Я тоже встал. И он говорит, ну все, иди. Я пошел на выход. И вот от Орды, где восседал наш экс-президент Нурсултан Назарбаев, до Проходной было очень большое расстояние. И я шел, и все было сделано для того, чтобы каждый человек почувствовал свое ничтожество в этом мире, где находился Назарбаев. И идя по этой территории, я думал, ну сейчас либо догонят меня, скажет господин Храпунов, вы арестованы, или на Проходной остановят, задержат, скажет, вас не позволено выпускать дальше. И вот после особенно этого разговора я понял окончательно, что я принял правильное решение, что 29 октября я написал заявление на увольнение по собственному желанию. Вся государственность Нурсултана Назарбаева заключается в том, чтобы сохранить тот политический строй, который он создал. Да, государство обязано защищать политический строй, но если это политический строй основан на волеизъявлении народа, то да. Если этот политический строй выстроил Нурсултан Назарбаев со своей кликой, опираясь на карманный парламент, на карманные суды и правоохранительные органы, то это нет. Это получается, что Нурсултан Назарбаев говорит молодой девушке, с которой он показался вот недавно в эфире,
говорит, ты меня любишь. Она говорит, нет, я тебя не люблю. А он говорит, ты меня все равно полюбишь. Вот такое отношение Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана. Политический строй выстроен Назарбаевым, антинародный строй. А через свое полицейское государство, полицейское, подчеркиваю, эти полицаи должны защищать каждого гражданина в соответствии с Конституцией и законами Казахстана. А они расправляются с этими людьми. И через свою полицию и силовые органы Назарбаев заставляет любить этот политический строй и говорить, что нет, строй будет, который я выстроил, а вы его полюбите, я вас заставлю его полюбить. И особенно хочу отметить последний фильм, который прошел по Хабару, когда Нурсултан Назарбаев говорит о каких-то там убежавших, а потом назвал фамилию Мухтара Аблязова. Я готов их помиловать, пусть они придут, пусть все, что только сделают то, что я скажу. Поклонитесь народу Казахстана, попросите прощения у меня лично, деньги поставьте, где взяли, и я тогда вас помилую. Это еще раз говорит о том, что этот режим изжил себя. Он уже не дает отчета того, что он говорит, а тем более то, что он делает. Я думаю, что нас с вами ожидает еще множество всяких интересных моментов, связанных с судом в Лондоне. Когда сегодня наизнанку вывернули все активы, ну не все, но хотя бы какую-то часть активов Нурсултана Назарбаева, идет обсуждение всех их процессов, я сразу вспомнил два момента. Был первый Казахгейт, связанный с компанией Трактибель, он так и назывался, Казахгейт. И следующий Казахгейт, который был связан с Соединенными Штатами Америки, с господином Гиффиным, шпионом Соединенных Штатов Америки, который столько лет находился рядом с Назарбаевым. Тоже понятно, какое государство Назарбаев строил, когда шпионы рядом работают, а он делает вид, как будто не замечает этого, или он вместе со шпионами работает против Республики Казахстан. Результат особенно поразил меня по Соединенным Штатам Америки, когда признали Гиффина действительно человеком, который был направлен правительством США в Казахстан для отслеживания действий Нурсултана Назарбаева, а Назарбаев отделался легким испугом. Вот это тоже стало всем ясно и понятно, какое государство выстроил Нурсултан Назарбаев, какой он государственник для народа Казахстана. Я это понял еще в далеком 2007 году, и я уехал, и сегодня, изучая опыт Швейцарии, я прекрасно понимаю, как можно изменить тот строй, ту систему, ту клептократию, как их всех вывести на чистую воду, посадить в те места, где они должны находиться за ограбление Казахстана, народа Казахстана. И думаю, что в следующих своих выступлениях, уважаемые дамы и господа, я до вас доведу ситуацию о том, что Нурсултан Назарбаев является государственным преступником. Почему я уверенно так говорю, я расскажу вам в следующих своих встречах с вами. Спасибо, до свидания.